На странице 48 снова повторяем падежные окончания, а также читаем текст про Новый год. Сначала разберем, как у нас читается буква Я. Я читается трояко в татарском языке. Как татарская буква А в начале слова, Йо, Йонга. В начале слова у нас А читается чуть-чуть с оглублением, то есть как будто добавляем О после него. И краткую добавляем, когда произносим букву Я. И А точно так же остается с буквой О. Йо, Йонга. И второй вариант чтения буквы Я, так же как в русском языке, если у нас данная буква идет во втором слоге. Например, в слове хуян. Тогда уже как Я русское читаем. Я. Хуян. Обратите внимание и ощутите разницу. Йонга, хуян. Йо, я. И в мягких словах в татарском языке читаем еще Е, если слово мягкое. Вот как в слове ешель. Ешель. Давайте сейчас сравним. Йо, Е, Я. Три разных варианта чтения. Далее смотрим на рисунке. У нас стоит елка, шерша, мында йылдыз, кыш бабай, қуар қызы, мында қызыл қалфақ, буратино, әтеш, көбелек, һәм бұл кім? Бұл піси, мына құлағы бар. Вот есть ушки. Алар нишли? Они что делают? Алар жерлы. Они поют песню. Давайте несколько выражений разберем. Мин барам. Я иду. Без барабас мы идем. Здесь имеется в виду, куда идем? На елку. Йомайел. Новый год. Бейрем. Праздник. А праздник Новый год будет Йомайел бейреме. После м надо е еще добавить. Йомайел бейреме. Вот текст. Буген йомайел бейреме. Мин бейремге барам. Бейремге алсуда бара. Біз бейремде ойнайбыз, жырлайбыз, бейбіз. Сегодня праздник Новый год. Я иду на праздник. На праздник идет и Алсу. Мы на празднике играем, поем, танцуем. И повторение падежных окончаний. Нужно выбрать правильное окончание. Мин – это я, коя – куда? Барам – иду. После бейрем нужно оставить правильное окончание. Мин, бейрем и выбираем. Вот у нас 4 варианта. Ге, ко, ке и га. То есть легче запомнить. Га, ге, ко, ке. Бейрем – это у нас м звонкое согласное, поэтому либо га, либо ге. Так как бейрем мягкое слово, значит ге. Получается, мы здесь ставим мин бейрем ге барам. Мин койда ойным. Я где играю? Нам нужно сказать, я играю на празднике. Вот тогда мы уже должны выбрать либо да, так, либо та, либо те, либо да. Да, де, то, те. Точно так же выбираем звонкую согласную в начале и мягкий вариант гласный. Получается мин бейрем. Это уже второе предложение разбираем. Бейрем де уйным. Так, это у нас к первому предложению, это ко второму и к третьему предложению, что надо выбрать. Мин койдан. Койтам. Я откуда возвращаюсь? От праздника. Как будет? С праздника возвращаюсь. И нужно выбрать одно из окончаний. Дон, ден, тон. Тен или
У нас еще варианты вот тут non, нен. Эти два варианта это у нас в другом случае. Значит, всего 6 вариантов. Бейрем. Смотрим. Мы это у нас носовое согласное. То есть в исходном падеже у нас, если есть не, мы ставим или non, или нен. Так как слово мягкое, ставим нен. Вот мы его выбираем. Это у нас к третьему предложению. Мин бейрем нен. Кой там. Здесь у нас буква «э» татарская. Бейрем нен кой-то. И вот, получается, с помощью вот этих 3 окончаний у нас слово бейрем меняет свое значение и перевод. То есть значение как основу она не меняет, но перевод слова меняется. Если бейремге, это значит куда? На праздник. Бейремде, где на праздники. Бейремнен, откуда? С праздника.